С 1 января 2026 года многодетные семьи республики почувствуют ощутимую поддержку. Вступает в силу новая система ежемесячных выплат. Семьи, воспитывающие от 3 до 5 детей, будут получать по 1000 рублей на каждого ребенка. Для семей от 6 до 9 детьми эта сумма возрастет до 3000 рублей. А семьи, в которых растут 10 и более детей, будут получать по 6000 рублей. Эти изменения, финансируемые из республиканского бюджета, коснутся более 5000 семей и затронут жизни около 16 тысяч детей по всей стране. С 2016 года мы не повышали эти размеры. Выплаты у нас осуществляются, назначение выплат осуществляется отделами социального обеспечения в соответствии с положением о порядке и назначении выплаты пособия, утвержденной также Кабинетом министров. Выплаты осуществляются за счет средств республиканского бюджета через Министерство социального обеспечения. Данные выплаты коснутся более 5500 семей, в которых воспитывается до 16 тысяч детей. Дополнительная потребность средств в год составит около 75 миллионов рублей. Утвержден регламент, определяющий порядок разработки и реализации оценки эффективности государственных программ. Новые правила призваны внести точечные коррективы в существующую систему, особенно в части оценки результативности государственных инициатив. Документ детально регламентирует требования к разработке и утверждению госпрограмм, а также поэтапный процесс их подготовки и исполнения. В зависимости от горизонта планирования программы подразделяются на 3 категории – короткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, свыше 6 лет. В 2016 году был принят порядок разработки, у нас реализации и принятия государственных, ведомственных и межведомственных программ. Мы сегодня об этом уже имели беседу с уполномоченными лицами. Предлагаем то, о чем вы говорите, Женя Суфидарович, обязательно сделать, но пока ограничиться вот здесь постановлением, за исключением вот того постановления 2016 года, а потом подготовить целиком и целиком одним решением принять. Кроме того, установлен минимальный размер месячной заработной платы в размере 20 тысяч рублей. У нас были изначально установления показателя в размере 5000 рублей, затем повышение до 10 и до 15 тысяч рублей. Вот до 15 относительно недавно, 2 года назад, произошло увеличение. В текущем году, по данным Государственного комитета Республики Абхазия по статистике, наблюдается, что размер минимального прожиточного минимума превысил 15 тысяч рублей. По итогам 5 месяцев 2025 года составлял 16 200 рублей в месяц, в связи с чем нами во взаимодействии с Министерством финансов, Министерством юстиции и Госкомитетом по статистике был подготовлен проект о повышении минимального размера до уровня 20 тысяч рублей со вступлением в силу с 1 января 2026 года для того, чтобы предприниматели имели промежуток в размере 2-3 месяцев для того, чтобы подготовиться к увеличению заработной платы своих работников. Утвержден новый порядок открытия и закрытия железнодорожных переездов, призванный значительно усилить контроль за их организацией и свести к минимуму риски аварийности на участках пересечения автомобильных и железных дорог. Эти меры станут важным шагом к повышению безопасности как для автомобилистов, так и для железнодорожного транспорта. В связи с чем во исполнение поручения президента был подготовлен акт Кабинета министров, который регламентирует порядок обращения о открытии либо закрытии соответствующего переезда, рассмотрения этих обращений и, самое главное, порядок принятия и оснований для отказа в открытии таких переездов. Настоящий документ как раз представлен на рассмотрение Кабинета министров, и его действие позволит урегулировать текущую ситуацию и повысить безопасность на таких переездах. Внесены изменения в сфере таможенно-тарифного и налогового регулирования. Согласно документу, солнечные батареи и другие агрегаты для генерации зеленой энергии освобождаются от уплаты таможенной пошлины и НДС. Это позволит мотивировать и стимулировать тех, кто уже занимается добычей альтернативной энергетики, подчеркнул премьер-министр Владимир Делба. На заседании были установлены минимальные закупочные цены на цитрусовые плоды урожая. Согласно постановлению, мандарины и апельсины будут реализовываться в среднем по 45
45 рублей за килограмм, лимоны 42 рубля, а нестандартные плоды по 10 рублей за килограмм. Экспортировано 31 тонна мандарин. Оценку наши коллеги произвели, и мы в среднем по 85 рублей за килограмм. В связи с отсутствием, значит, пока постановления. Вот. В прошлом году была аналогичная ситуация, от 85 до 92 рублей была оценка первоначально. Потом, когда мы отправили весь пакет документов, значит, корректировка произошла на уровне 48-49 рублей. Я думаю, в этом году будет то же самое. У нас ежегодные встречи перед самим сезоном. Сейчас вот тоже на днях будет встреча. Но вот это постановление, как мы получим, и сразу мы со всех других служб, которые занимаются оформлением этой карантинной или стандарт, получили информацию по ценовой политике. Все это скомпонуем, естественно, отправляем нашим коллегам. И там уже в центре декларирования будут принимать решения о установке стоимости. Утверждена научно-техническая программа по созданию Центра ядерной медицины. Ее цель – разработка концепции центра, который будет специализироваться на ранней диагностике социально значимых заболеваний. Центр планируется разместить в здании Сухумского физико-технического института. Ядерная медицина бурно развивается, используется. Наша задача конкретная – это создание центра по производству фармпрепаратов, которые необходимы как для ранней диагностики и лечения, и вообще для всего, что связано именно с этой темой. Но мы по линии медицины также соприкасаемся с Обнинском и с институтом имени Герцена и Блохина. Если есть какие-то вопросы касательно того, чтобы мы вместе могли использовать все эти мощности, да, мы готовы к сотрудничеству вообще на всех этапах. Лично знаю руководителей всех этих центров. Если какая-то ситуация нужна для того, чтобы облегчить бюрократию, мы готовы содействовать. Внесены поправки в постановление об утверждении нормативных актов по вопросам регулирования земельных отношений. В соответствии с изменениями предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели, переводящие земли из категории сельскохозяйственного назначения в другие категории для несельскохозяйственных целей, обязаны внести плату в размере 500 тысяч рублей за 1 гектар. Кундашова, Раму Камкия, Абхазское телевидение.